Доброго дня, дорогие телезрители! Лето у нас, череда цехов продолжается, ну а я весь такой сельский дед решил заняться немножко своим участком, вернее помочь матери в повседневной работе по дачному участку. И есть у меня замечательный друг Андрей Колодезников, который уговорил меня поставить систему капельного полива. Что это такое? Это штука, которая значительно облегчает жизнь не только 80-летним бабушкам, но и таким вполне себе ленивым людям, как я. И давайте мы посмотрим все расходы, все те моменты, которые человек, который хочет облегчить свою жизнь, понесет, и с какими трудностями ему придется столкнуться. Система капельного полива, которая предложена держателем марки «Солнечная сторона» Андреем Колодезниковым. Еще раз, у нас был Григорий, прошу показать, пластиковая 25-я труба входит. Это летний водопровод дачи, который впереди красного крана, который стоит повернутый. Да? Я проложил 32-й полиэтиленовой трубой в общей сложности порядка 80 метров по участку. То есть, решил там более-менее, чтобы незаметно было, под ногами не путалось, по всему периметру идет, заходит на участок клумбы, на участок теплиц, на участок грядок и вновь построенный парничок для помидоров. Ушло у меня 80 метров 32-й пластмассовой полиэтиленовой, трубы, черной. Вот такой продается в магазинах. Я скажу, что, поскольку я гайд такой же делаю, как обустроить капельный полив, продается он в различных магазинах, Сантехтрейде, в магазине Сантехник. Цены разные, но есть риск нарваться на некачественную трубу. Здесь стандарт, сказали, более-менее соблюден, он достаточно жесткий, стенки соответствуют, толщина стенок соответствует заявленным и даже превосходит. То есть заявлено здесь 2 мм, а здесь 2,53 толщина этой стенки. Монтируется она элементарно, то есть смотрим здесь, я должен врезать кран. Чуть попозже я покажу, как я это делаю. Здесь очень хорошо любрицированное такое изолирующее колечко. К примеру, кусок нашей трубы мы сначала, будем считать, что это длинная труба, сначала проденем заглушку, потом фиксирующее колечко. Примерно я так выставляю, сантиметра на 3, да? Затем одеваю эту штуку и сверху на него уже уплотнительное колечко. Такой получается сэндвич. И всю эту штуку силой вдавливаю в корпус того или иного фитинга, который должен обеспечить работу водопровода. Все зафиксировали, и все. То есть в одиночку я вообще весь этот спектр работ по проводке капельного полива проделал за часа 4-5 примерно, с протяжкой магистральной трубы. Очень важно, здесь, Григорий, тоже подойдем, я здесь сделал отвод для бани, чтобы машину мыть. Здесь что важно, после вводного крана до всей системы нужно поставить фильтр. Фильтр у нас выглядит таким образом. Если его открутить, это обычный сетчатый фильтр, не дисковый. Если его открутить, фильтр стоит, он, красный фильтрующий элемент. Не будем его трогать, пусть себе стоит и фильтрует. Для чего он нужен? Для того, чтобы взвеси всякие, которые в технической воде, летний водопровод, это же такое, скажем так, не финишная водопроводная штука, да? Поэтому все частицы будут улавливаться этим фильтром грубой очистки. Водопроводик пошел, и мы идем. Давай мы пройдем, покажем. Здесь первое ответвление, здесь можно посмотреть так называемые капельницы. Да? Здесь расположен старт-коннектор, так называемый. То есть толстая труба пришла, от него идет с маленьким таким краником эта штука, которая переходит на 16-ю трубу. Да? 16-я труба — это тонкостенная трубка, так называемая слепая. Слепая, потому что концовка обязательно должна заглушаться. И здесь через каждые 30 сантиметров располагаются
диффузоры капельного полива. То есть вот когда вода запускается, у нас вода, к сожалению, после 19 часов только, да, и здесь из этих дырочек сочится вода. И количество воды, которое капает, скажем так, можно от 0 до 100 литров в час увеличивать. То есть можно, в принципе, потоп устроить. Вот такая вот штука. Пройдем дальше. Это только первая ветка, она пришла вот от магистральной трубы. Вот по этой вот трубе, туда лучше показать, вон стоит жидкое мыло, с которым я очень часто применял. Ага, вот пришло. Дальше обогнули мы по стороне забора. Эта же самая 32-я труба пришла сюда. Здесь запорный кран, потому что я хочу использовать иногда погружной насос для того, чтобы качать водосъемкость в день, когда воду, к примеру, не подают. Для этого у нас вот эта вот кишка организована, отвод, вернее, труба дальше пошла, обходит теплицы и приходит грядка. В теплицах что интересно, да? Там опять же на каждой линии расположен старт-коннектор. В теплицах что интересно, здесь есть игольчатые вот эти увлажнители, там, не знаю, игольчатые штуки, которые можно воткнуть возле корня каждого растения, и он будет питать капельным путем каждое растение. Здесь же есть дырочка дождевателя, он такой легкий, такой дождичек образовывает. Когда включается, в принципе, я включу вчерашнюю запись телефона, вот эта штука достаточно эффективно намачивает. То есть вчера было увлажнено, и вот стоит до сих пор. Здесь мы идем, опять же, та же грядка, те же самые капельницы, которые можно регулировать. То есть регулировкой я буду заниматься еще, наверное, долго, потому что каждую штуку нужно будет регулировать, чтобы она капала конкретно под каждый вид растений. Здесь есть один такой нюансик, да, Григорий, вот мимо вот этой маленькой земляничной грядки, вот старт-коннектор, который, ну, вызывает, собственно, всю головную боль. Старт-коннектор с краником, он выглядит вот таким вот образом. И основная трудность заключается в том, чтобы нормальным образом зафиксировать вот этот коннектор в 32-й трубе. Для этого есть, как оказывается, куча лайфхаков. Ну, еще раз, проложил я магистраль. И это не самое сложное, что можно сделать, потому что, по крайней мере, тут все соединения затягиваются при помощи пальцев. Да? Есть специальный ключ, на самом деле, под такие штучки, но зачем тратить, когда можно там чуть-чуть немножко вот так вот закрутить, и все остальное будет работать прекрасно. Слепая трубка заканчивается таким вот наконечником, да? Есть еще разновидность, вот она, слепая трубка, это диаметр, значит, 16 миллиметров, и толщина стенки составляет 1,5, 1,5 миллиметра. Это основной рабочий элемент. Есть еще ленты. Ленты, они с дырками сами в себе и капают под определенное растение. Что понадобится для того, чтобы смонтировать всю эту беду? Значит, вот лежит труба, давай мы попробуем промоделировать. Самое трудное оказалось вставить вот этот старт-коннектор в непосредственно магистральную трубу. Почему? Да потому что нужно обеспечить, скажем так, более или менее надежное соединение. А оно обеспечивается, опять же, вот я не зря штангенциркуль здесь держу, обеспечивается вот таким вот образом. Измеряем сначала вот эту шейку. Да? Шейка составляет 1,45, 12 миллиметров. Есть еще вот такая вот уплотнительная резинка, она диаметром 15 миллиметров. Вот эта уплотнительная, я ее разрезал, чтобы легче было вытащить. Вот эта уплотнительная резинка должна сесть дырку размером 14 миллиметров, которую можно проделать при помощи сверла Форшнера в нашей трубе.
Сейчас умники спросят, что так долго сверлил вот эту несчастную трубу и так далее. Отвечаю умникам. Для того, чтобы сверло у нас не пробило обратную сторону. Очищаем старательно от вот этих крошек. Вот здесь 14 миллиметров. Вставляем вот эту трубку, да, уплотнительную. Она вставляет с достаточно большим напряжением, но встает. Встала. Теперь, если вы достаточно мощный и так далее, можно попробовать впихнуть ее вот так вот рукой. Практически невозможно, да? Выход какой? Я использовал жидкое мыло, которое вот оно стоит. Я сейчас... То есть модифицировал практически те вещи, которые я, кстати, в ютубах нигде не нашел. Вот трубка встала, обильно смазываем ее жидким мылом, да? Для того, чтобы, ну, наконечник проходил, ну, скажем, с меньшим сопротивлением. Вставили, и здесь на помощь приходит вот такой вот элемент, быстрозажимная струбцина. Совмещаем по оси, вот так вот, да? И просто вдавливаем наш коннектор. Он легко и изящно встал. Остается затянуть вот эту вот гайку, чтобы вот это вот утолщение, здесь можно подойти к Григорию поближе. Видишь, вот оно сделало утолщение. И вот этой гайкой прижать всю эту беду непосредственно к трубе. Без фанатизма, потому что может сорвать, да? Видишь, капает вот это жидкое мыло, любрикант наш. Все, вот это соединение намертво. Далее, что идет? Этим краником можно регулировать подачу воды. Еще раз, понадобится достаточно мало воды. Следующее – это присоединить непосредственно вот эту слепую трубку. Да? Слепая трубка, она присоединяется здесь вот. Резьба здесь левая. Вот здесь ставить тоже трудно, достаточно проблематично. Еще раз. Видишь? Выход какой? Ну, у меня на самом деле, видишь, вот весь инструмент делотовский, да, батарейки, они взаимозаменяемые. Здесь почему стоит большая батарейка? Потому что это строительный фен. Строительным феном нужно прогреть конец вот этой трубки. Кстати, замечательная штука. Она греет в маленьком режиме 290 градусов, в большом режиме 530. А эта батареечка на 54 вольта, да? То есть здесь... дай бог ампер-то сколько, 9 ампер получается, да? И ее хватит, потому что двухамперный вот этот фен сжигает буквально каждую минуту нужно будет это. Смотрим дальше. Мы греем феном. Вот слепую трубку, да, прогрели феном. Греем, греем, греем. Опять же, найдутся умники, которые скажут, полежало бы на солнце, смягчилось бы и все. Но мне нужно было очень быстро, максимально быстро смонтировать 9 линий. У меня 9 линий. Все, прогрели. И в прогретом состоянии продавливаем вот эту вот штуку, чтобы она ушла за зубчику. И вот этой левой резьбой, фиксируем конец слепой трубки, чтобы она не соскочила, дай бог, с нашей штуки. Все, вот эта линия, считай, таким же образом здесь заглушаем при помощи вот этого наконечника вторую сторону. Все заглушили, и остается дело за маленьким, за очень маленьким. Кас болды? 6 да? 7 плюс 6 қай? 12 да? Угу. Остается дело за очень маленьким. Есть куча распылителей. Есть вот стандартная регулируемая капельница. Она от 0 до 100 литров в час. Есть вот такие вот с усиками штуки, которые вы видели на огурцах. Достаточно, самая она дорогостоящая, по-моему, она, но на Али продается куча вот этих трубок а-ля капельницы, да, и вся вот эта фурнитура. И есть также микроджеты и образователи тумана. Я образователь тумана, кстати, очень хочу посмотреть, как он образует микрочастицы воды и так далее. Установка же вот этих, я повтыкал 68 вот этих капельниц, да, по всей линии. У меня 50 метров практически слепой трубы, и через каждые 30 сантиметров, ну, исключая места поворотов и так далее, я воткнул либо такую, либо вот с усиками. Как происходит установочка вот этой вот штуки на место?
Дело очень просто. Выдали мне специально, вот это, опять же, Андрюша Колдезников с солнечной стороны выдал мне такой специальный ключик для облегчения жизни монтажника. Делается очень просто. Проткнул дырочку, вот здесь уже диаметр заточен. То есть, опять же, обратимся к штангенциркулю. 5 миллиметров здесь, да? И делаем запрос на вот этот вот. Вот здесь уже 4 миллиметра. Дело в том, что 5 миллиметров это наружка, а потом идет вот трубочка наружнее, она будет как раз 5. И не прилагая никаких усилий, вот в эту образующуюся дырочку втыкаем вот этот диффузор. С характерным таким щелчком вот это дело встало. Открываем или закрываем до требуемой величины. Все, система будет работать. Я вчера уже провел тест-драйв, еще раз говорю, у нас водопровод такой, что дают не каждое время. То есть при помощи минимального количества инструментов. Первое-наперво нужно всегда очень тщательно промерить, потому что все диаметры уплотнительных колечек, проделываемых отверстий и так далее, нужно тщательно делать. Сверло на 14 уплотнительным колечком. Дело в том, что вот эта штука могла бы сесть в принципе и без уплотнительного колечка, но тогда сорвется вот эта прижимная гайка, и она будет в холостую работать. И, соответственно, там никакой герметичности речь не будет идти. Мыло, протыкалка вот эта, но здесь заменится сверло на 5 миллиметров. И желательно, очень желательно фен. Чтобы не бегать по всему участку с удлинителем на плечах, да, я еще раз говорю, вот использовал от циркулярной пилы большую батареечку, и, в принципе, фен работает от 18 вольт. Все желтое, видите, да? И давайте на глазах изумленной публики я попробую голыми руками и при помощи вот этой вот штучки поставить дополнительный кран для того, чтобы регулировать соответствующее давление на шланге, которым я заполняю бочку. Да? Дело в том, что я планирую погружной насосик там поставить и качать в те дни, когда не дают воду из бочки. Можно бочку, конечно, поднять, и вся эта штука будет работать самотеком, да? Но я так думаю, что не очень это по феншую будет. Давай, Гриша, здесь я на зеленой травке расположусь и просто-напросто при помощи только вот этого ножа вот здесь вот или там лучше? Здесь ходить как-то будет. Давай вот здесь 2 крантика. Вода, которая вчера была в системе, она осталась. Здесь можно чуть вот так подвинуть, и ничего резать не нужно. Давай мы вот этот метод и используем. Разбираем наш кран. Видим 2 вот этих элемента. Еще раз, вот эта трубка сюда. Это фиксирующее колечко вот сюда. Далее вот этот вот хомутик. И внутри есть колечко. Почему я так делаю, а не протыкая все вот это дело одним разом? Да, просто так оно гарантированно сядет на свое место. Все, села на свое место и фиксирую гайкой. Будет держать, течь ничего не будет. Все, одна сторона готова. Также делаем вторую сторону. Весь этот конструктив разбираем. Фиксирующую колечко. Входной штуцер и уплотнительное колечко. Вот это обязательно. Это колечко очень и очень важно. И остаток продавливаем. Накидываем гайку. Проворачиваем. Все. Все. Я врезал кран без
абсолютно без никаких инструментов, использую только вот этот нож. Почему я сделал здесь кран, там кран и тут кран, да? Дело в том, что если бочка будет заполняться от этого шланга, нам нужно максимальное давление. Я там на входе открою давление, а здесь, вот здесь на всей линиях давление должно быть чуть меньше. Я могу регулировать этим краном, чтобы давление было поменьше, а здесь бочка наполнялась максимально быстро. Кран стоит порядка 500 рублей на 32-ю трубу. Так что ни о какой, скажем так, экономии, что ли, речи идти не может. Всего я потратил на 100 метров трубы 32 диаметра, плюс 50 метров слепой трубы, плюс порядка 70 капельниц, порядка 6 вот этих с усиками, потратил в районе 15 тысяч рублей. То есть вполне подъемные деньги для того, чтобы не бегать каждый день с ведрами там по участку. Таким образом, что важно для того, чтобы устроить себе систему полива, которая прослужит не 1 год? Перво-наперво это параметры магистральной трубы, то есть толщина трубы, ее жесткость и прочее должны соответствовать заявленной, даже превосходить. Дело в том, что есть разные производители, есть даже местные производители и так далее, но просто я не рискну поддержать местного производителя, посчитав, что мое вложение, поэтому давай-ка я сделаю как раз тем материалом, который рекомендовал вот Андрюша, друг мой хороший, да? Вот эти все коннекторы, их можно купить либо в интернете, либо где-нибудь так, но специализированные магазины конкретно вот этот товар для систем капельного полива у нас не продают. Стоит она копейки. Ну, коннектор вот этот рублей 100 стоит, вот это вот, не знаю, рублей 8-11 стоит, да, капельница. Трубка стоит метр порядка 30 рублей. В принципе, еще раз говорю, в разумные деньги можно уложиться легко и с минимумом инструментов. Ну и всем поклонникам капельного полива, которые отметились в Ютубе, я просто хочу сказать, ребята, ну, зачем зарабатывать себе синяки на ладонях, втыкая вот этот старт-коннектор вот так вот, да, когда можно просто в ближайшем ящике стола найти быстрозажимную струбцину и, смазав входное отверстие, продавить, используя только силу своих пальцев. Ну и параметры вот этой слепой трубки требуют немножко подогрева или, опять же, каким-то образом извращенно очень нужно будет смазать для того, чтобы вот этот штуцер вошел в систему саму. Все. При давлении обычный дачный летний водопровод у меня ничего не прорвало, ничего не это. Просто нужно каждую вот эту капельницу, крутя вдоль против или по часовой стрелке, отрегулировать таким образом, чтобы необходимое количество влаги за отведенное время выкапывало, но образуя здесь участки увлажненности. Ну и специнструмент. К специнструментам я отнесу вот этот дырокол и ключ для затягивания вот этих накидных гаек трубы, компенсированный на 32. То есть, еще раз говорю, часов за 5 я устроил себе летний водопровод, сделал отводик под мойку машины, понавтыкал слепых трубочек на несколько грядок и повтыкал туда, проделав отверстие, вот эти вот диффузоры капельного полива. Очень оценила пожилая родительница систему, потому что ей не придется бегать там с лейками и так далее, мучиться. То есть один раз отрегулировав, можно забыть про нее. То есть воду включаю часов 7. Если даже я уехал, там кто-нибудь уехали, на даче никого нет, система сама польет, потом воду все равно вырубят, и, скажем так, сгнивания и прочего не будет. И еще одно. Чем предпочтительнее слепая трубка вместо вот этих скажем так, лент увлажнения, да? Вот эти трубки можно оставлять на зиму. Ну, по крайней мере, вот представитель солнечной стороны говорит, что у него несколько лет выдержали вот эти трубки, проверенные временем. И можно модифицировать всю вот эту систему. Еще раз. Можно поставить таймер, то есть полив будет идти по определенным утрам, допустим, полчаса покапало, днем часик покапал и вечером часа полтора покапало. Да? То есть выставляешь таймер, который работает от батареи крона, и забываешь на все лето про то, как мучиться с поливом, там,
и все на свете. Я думаю, что очень хорошая штука, которая облегчает жизнь. Спасибо Андрюше Колодезникову из солнечной стороны. Он, кстати, делает еще же эти солнечные коллекторы, которые греют воду, да, то есть огурцам же иногда теплая вода нужна. Вообще человек, который фанатеет вообще от дачного образа жизни. Ну и я начинающий дачник, который решил немножко вот принести автоматики в повседневную жизнь. Если что, обращайтесь, проконсультируем. В принципе, на все вопросы могут ответить либо я, либо вот представитель Андрюша, про которую я несколько раз уже упомянул. Ну и не забывайте про жидкое мыло. Не только руки мыть после вот грядок, да, но и вообще смазывать все вот эти пластиковые и прочие штучки, которые достаточно тяжело, оказывается, входят. Ну и самое главное, участок ваш должен быть обработан от комаров. Честно, просто за 2 дня, которые я ковырялся в траве, комары вообще не сели. Но это уже тема другого выпуска программы. Мы вам покажем, как в домашних условиях обработать участок от комаров. Увидимся.